Во-первых, радует, что наши партнеры приехали. Это с разных стран ученые откликнулись. Во-вторых, признание научного центра будет тогда, когда у нас будут фундаментальные исследования, будут публикации соответствующие, которые будут полезны для обучающейся молодежи, студентов в колледжах, в школах, в системе образования. Ну и, естественно, к нашим исследованиям должны проявлять интерес наши коллеги из-за рубежа. Если в них есть та изюминка, которая, значит, она есть у нас, просто ее надо уметь показать, то, соответственно, будет и интересно, нам будет ездить, нас будут приглашать. И вот этот вот научный обмен, он всегда полезен. Мы тему выбрали очень своевременную и актуальную. У нас в каждом селе есть сотни пустующих домов. Эти дома разрушаются. Разрушаются орнаменты, разрушаются фронтоны, разрушаются крыши, разрушается все. И сегодня, обсуждая народную архитектуру, мы видим, как на глазах уходит очень много того, что связано с культурой не только гагаузов, но и всех людей, живущих в нашей стране. Это касается и севера, и центра, и юга. И затрагивая эту тему, обсуждая эту тему, мы хотим привлечь внимание власти к этой проблеме. И не только власти, но и самих ученых, самих исследователей, потому что пропадают очень красивые, скажем, вещи, которые создавались нашими дедами, прадедами. И мы сегодня можем очутиться в такой ситуации, когда через 10 лет вот многое из того, что есть сегодня, оно уйдет в забвение. Да, евроремонт – это хорошо, это, скажем, создает определенный уют, но эта красота теряется. Хорошо, когда в некоторых населенных пунктах соблюдаются традиции, но в основном унифицируются здания, унифицируется архитектура. Это цель действительно провести исследование, зафиксировать все то, что у нас есть на сегодняшний день, постараться реконструировать, сохранить и дать рекомендации нашим строителям, чтобы они вот эти орнаменты, все-таки, которые тысячелетиями наши предки принесли сюда, в Буджакскую степь, по мере своего передвижения, чтобы они сохранялись и, как говорится, переходили будущим потомкам. Потому что это для души человека делалось, это делалось для красоты, для гармонии природы и архитектуры. За эти 5 лет наш научно-исследовательский центр имени Марии Васильевны Маруневич уже очень серьезно заявил о себе и на гагаузской площадке, и на молдавской площадке в том числе. Также мы уже можем говорить и о первых наработках в сотрудничестве с научным сообществом и за рубежом. Сама идея зарождения, становления научно-исследовательского центра, она была намного глубже и намного шире. Речь шла не только о том, чтобы мы издавали издания на нашем гагаузском родном языке, а речь шла вообще о развитии гагаузской науки. Конечно, в начале, тогда, когда эта идея формировалась, для многих это было немного странным, как это так, вот гагаузы могут заниматься наукой на таком высоком уровне. И мы на самом деле очень хотим, чтобы научный центр перерос в Академию наук Гагаузии. Мы сейчас закладываем очень серьезный фундамент в этом направлении. Я довольна работой научно-исследовательского центра. Это важно тем, что они стараются делать все то, что было задумано 25-27 лет тому назад. Я имею в виду провозглашение Гагаузской республики, с последующим переходом в автономию. Ведь тогда было, для чего мы создавали вот это? Для того, чтобы сохранить наш родной язык, его умножить, улучшить и, конечно, культуру нашу. Культуру, традиции, обычаи, вот это все сохранить для будущих поколений. Само собой, остаться как народ среди народов. Время проходит очень быстро. И то, что было, допустим, 100 лет назад, 200 лет назад, уже почти не осталось на земле, на нашей территории. А это очень ценные вещи. И очень хочется, конечно, в том числе и центру нашему, да и всей Гагаузии, я думаю, чтобы наши будущие поколения, наши дети, внуки, чтобы они знали вот этот период.
Конечно, когда мы говорим о народной архитектуре, прежде всего возникает ассоциация с гагаузским домом, традиционным гагаузским домом. И эта конференция очень важна, потому что здесь можно поднять такой вопрос, как сохранение культурного наследия путем реконструкции традиционного гагаузского жилища и воплощение вот этой реконструкции как туристический объект, создание туристического объекта. Есть ряд работ, которые позволят реконструировать традиционное гагаузское жилище таким, каково оно было, по крайней мере, в первой половине XIX века. А там несколько типов жилища. Это длинный дом, это дом квадратный, дом Г-образный. И, в принципе, и еще более ранние типы домов в виде полуземлянок. И, конечно, хорошо было бы основать вот такую этнографическую деревню, где были бы представлены модели гагаузской усадьбы. По крайней мере, хотя бы вот первой половины XIX века. И это привлечет, естественно, туристов в наш регион. Ну и будет наглядное такое пособие для изучения народных традиций. И таким образом мы сможем сохранить вот этот вот компонент культурного наследия, очень важный. На моей памяти именно с такой тематикой, с такой проблематикой эта конференция, ну, наверное, впервые. Вы знаете, это, наверное, в какой-то степени запоздало. И хорошо хоть, что она сейчас проводится. Мы же знаем советский период массового строительства, когда только в селе Кирсово строилось ежегодно, я так по памяти, 80 индивидуальных жилых домов. А в Камрате этих домов в иной год по 200 штук строилось. И партия с правительством внедряла такое типовое строительство. И тем не менее народ, даже строя эти типовые дома, пытался себя каким-то образом реализовать через свое понимание оформления этого дома. Вот. Сейчас это очень актуально. Сегодня развиваются все культуры. Нам дана возможность ее развить в виде нашей автономии. Мы должны показать свое лицо. Это прежде всего должна быть колористически решена правильно наша архитектура. А это красный цвет, черепица красная, белые стены и голубые деревянные элементы. Старинные дома так и были покрашены. То, что вам показывали, отчасти это было видно. Это свойственно всем гагаузам, начиная греческим, болгарским и бессарабским. К сожалению, в последнее время цветовое решение жилища несколько видоизменилось под влиянием других народов, а также и индустрии, красок, других методов, которые позволили. Но я предлагаю вернуться к истокам, по-новому переосмыслить это и начать применять в сегодняшнем строительстве. Тенденция использования в современной архитектуре элементов декора, изобразительного искусства в архитектуре прошлого, она ухудшается. Я бы даже сказал, что как таковой стилизм в современной архитектуре кардинально отличается буквально до архитектуры 80-х, 90-х годов. И даже могу назвать причины, почему это все. Причина в том, что пошел такой поток, скажем, современный поток стилистики, эклектики, европейской архитектуры, западной, строительный материал, они тоже диктуют свои какие-то требования, правила возведения строительных конструкций. И есть такие строительные материалы, которые, в принципе, применяя у нас на рынке, они дорогие, но при этом какого-либо архитектурного решения, образа не выявляют и не решают. Потом мода современная, она тоже влияет на национальную архитектуру. Потом есть еще такой элемент, как возможности заказчика или хозяина, который решил построить себе дом. Если он себе позволит материально построить себе художественно богатый дом, это он как бы, если еще и додумается до этого, потому что у нас люди, нужно учитывать еще и кризис, экономический кризис, я бы даже сказал, еще и социально-экономический, и духовный кризис, то есть моральный кризис чувствуется. Поэтому люди
80% даже не думает о том, чтобы как-то художественно исполнить свое жилище. Просто построить, выполнить красиво, отделать, ну, какую-то пару архитектурно-стилистических элементов применить и на этом решить свои проблемы.